На совещании рассмотрели ряд социально значимых поручений президента и правительства России. О ситуации в Ингушетии с обеспечением детей местами в детских садах премьер-министру России доложил Юнусбек Евкуров. Руководитель региона сообщил, что в 2019 году в Ингушетии планируется ввод в эксплуатацию 22 садов на 4840 мест. А до конца 2021 в рамках нацпроекта «Демография» в регионе запланировано строительство еще 8 детских садов на 1760 мест. Это позволит до 55% увеличить охват детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. С учетом прогноза увеличения заявок в электронную очередь необходимо создать дополнительные 10 640 мест за счет строительства и ввода в строй 48 объектов дошкольного образования, отметил Евкуров. В 2009 году процент оснащенности дошкольным учреждением было детей порядка 9%. На сегодняшний день у нас 43% детей охвачены дошкольными учреждениями. В этом году мы завершаем строительство 22 дошкольных учреждений. Выходим мы на 51%. В электронной очереди стоят 7713 человек, 36%, это 13283, не состоят в очереди из-за того, что в селах нет дошкольных учреждений. Дополнительно мы за эти годы создали из внебюджетных средств в том числе и привлекая крупные госкомпании более 6000 тоже дошкольных учреждений мест. К концу 2021 года, уважаемый Дмитрий Анатольевич, выходим на 71% всего, в том числе в рамках нацпроектов. Для того, чтобы охватить оставшиеся 10 772 места, нам нужно дополнительное строительство порядка 45-48 дошкольных учреждений. Вот такая задача сегодня есть. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подчеркнул, что в 4 регионах, в том числе и в Ингушетии, ситуация с доступностью мест в детских садах наиболее сложная, поскольку накапливалась за годы. Ситуация, кажется, более такая сложная, потому что она накапливалась за годы. Я тут не могу сказать, что вот, так сказать, отвечающие за это лица не обеспечили в срок и должны за это нести прямую ответственность. Это действительно результат накопительный. Но надо завершать со всеми проблемными субъектами федерации и думать о том, каким образом эту программу полностью закрыть и по Забайкалью, и по Бурятии, и по Дагестану, и по Ингушетии, и по Республике Крым. В частности, Дмитрий Медведев согласился с вице-премьером Татьяной Голиковой о необходимости дополнительного софинансирования со стороны государства в строительстве детсадов в указанных 4 регионах. Как заявил глава Кабмина, в следующем году эти обязательства перед гражданами должны быть удовлетворены.